Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот основные темы выпуска. Вакцину от ковид в Якутии получили более 85 тысяч человек. Однако ежедневно число заболевших продолжает расти. Некоторые студенты уйдут на удаленное обучение. Ледоход на реке Лени продвинулся на 15 километров за минувшие сутки. Когда большая вода прибудет в Ленск? Увидеть своими глазами страшные события войны. В Якутске открылась мультимедийная выставка «Вспомни». 101 человек заболел коронавирусом в Якутии за минувшие сутки. Из них 56 человек в Якутске. В Мегино-Кангаласском районе зафиксировали 22 заражения, в Усть-Алданском районе 6, в Горном 4, в Амгинском и Нерюнгринском районах по 3 случая. В Кобяйском районе 2, еще по одному человеку заболели в 5 районах республики. За сутки лаборатории региона провели почти 2000 исследований на ковид. Тем временем больше 85 тысяч жителей Якутии прошли полный курс вакцинации от COVID-19. Количество привитых двумя компонентами вакцины для профилактики коронавируса достигло 85 756 человек в республике. По данным регионального оперштаба, первый этап вакцинации прошли 110 474 жителя региона. Из общего числа привитых первым компонентом более 28,5 тысяч граждане старше 60 лет. Вторым почти 21 тысяча пожилых якутян. Всего с начала пандемии в республику поступило 136 тысяч доз вакцины против коронавируса. Использовано чуть более 81% от общего объема препарата. Студентов СВФУ, которые учатся за пределами Якутска, переведут на онлайн-обучение с 11 мая. Соответствующее распоряжение подписал проректор по непрерывному образованию и кадровой политике Михаил Федоров. В приказе говорится о переводе с 11 мая на дистанционный формат обучения студентов, выехавших из общежитий и на данный момент находящихся за пределами столицы республики. Ограничение будет действовать до улучшения эпидемиологической ситуации. В пресс-службе вуза нашему телеканалу уточнили, что обучение в смешанном формате продолжат студенты, прописанные в районах и проживающие не в общежитиях. Студенты, не покидавшие общежития на майские выходные, а также студенты, прописанные и проживающие в Якутске. Переходим к обстановке на реке Лени. Ледоход продвинулся на 15 километров за минувшие сутки. По состоянию на 8 утра по якутскому времени нижняя кромка льда находилась в 20 километрах от села Красноярово в Иркутской области. Верхняя кромка в 15 километрах от села Улькан. На протяжении 1000 километров, начиная от истока Лены, открытая вода. А на протяжении 23 километров разводье льда, местами ледоход. Расстояние до границы с Якутией 545 километров. Уровень воды на реке не превышает критические отметки. Переместимся на территорию Якутии. Уровень воды в районе Ленска поднялся на 18 сантиметров за сутки. Возле поселка Витим отметка достигла 62 сантиметров, при критическом уровне в 950. На реке наблюдается неполный ледостав. Около села Крестовское уровень воды достиг 123 сантиметров. За сутки отметка поднялась на 16 сантиметров. Наблюдаются закраины, лед поднялся. В районе Ленска уровень воды вырос на 14 пунктов до 111. При критических 1410 сантиметрах. По информации Минэкологии Якутии, ориентировочно ледоход дойдет до границы с Якутией к 10-11 мая, а при отсутствии затора ледоход достигнет Ленска 15-16 числа. К другим темам: школы, дороги, медицина и жилье. Подведены итоги двухлетней реализации национальных проектов, предложенных президентом Владимиром Путиным. На сегодня из 86 в республике действуют 44 нацпроекта. За 19-20 годы в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали 333 километра автодорог регионального значения и 49 километров дорожного полотна в Якутске. Нацпроектом также предусмотрена установка видеокамер для фиксации нарушений правил дорожного движения. Введено 32 стационарных комплекса. В итоге за прошлый год количество ДТП снизилось на 100. Практически на эту же цифру уменьшилось и число раненых, а смертность на дорогах составила 9 человек на 100 тысяч населения.
В Якутии стартовала процедура общественного обсуждения проекта Конституционного закона республики о внесении в него изменений и дополнений. Напомню, данная инициатива была внесена в Госсобрание Илтумен группой народных депутатов еще 12 марта. Ее цель – совершенствование республиканского законодательства в связи с принятыми поправками в Конституцию России. И уже на 21 мая запланированы публичные слушания. В частности, депутаты убеждены, что в Конституции республики должны быть закреплены районные коэффициенты и северные надбавки. В основные моменты там я бы отметил три основных таких аспекта. Да. Социальный блок очень широко там прописан в проекте. Социальный блок, где вот роль отца, где вот надбавки районные, да, и по культуре малой родины, по историческому наследию, надбавки на районный коэффициент, северные, они были в других законах, а не конкретно в Конституции. Так вот, если мы его включим в Конституцию, это уже будет в нашем основном законе прописано, что именно такими льготами должны пользоваться наши земляки, якутяне. Исторический парк «Россия. Моя история» запустил авторскую мультимедийную выставку «Вспомним». Она приурочена к годовщине Великой Победы. Выставка проходит в мультимедийных парках в 23 регионах России, в том числе и в Якутске. «Вспомним» – авторский проект о войне от первого лица, построен по принципу художественного фильма. Посетители начинают просмотр с 21 июня 41-го, последнего мирного дня перед началом самой страшной войны в истории человечества. Посетитель выставки оказывается в коридорах Кремля, в блокадном Ленинграде, на передовой и в партизанском плену, в эвакуации и концлагере. Завершает экскурсию зал Победы, где посетители могут пережить тот незабываемый весенний момент. Чем дальше война, Великая Отечественная, Вторая мировая, тем люди забывают, память стирается. Но это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, история нужна для того, чтобы люди помнили о страшных вещах, об этой войне без прикрас и купюр. И чтобы население, поколение младшее помнило об ошибках прошлого и не повторяло. Вот поэтому и выставка называется «Вспомним». Жители Якутска присоединились к ежегодной всероссийской патриотической акции «Свеча памяти» в дистанционном формате. Накануне вечером в память о жертвах Великой Отечественной войны в окнах и на балконах домов горожане зажгли свечи. Напомню, в этом году в связи с пандемией все мероприятия проходят в дистанционном режиме. Мэр Якутска Евгений Григорьев выступил с инициативой, чтобы жители города зажгли свечу дома самостоятельно. Многие рассказали об участии в патриотической акции «Свеча памяти» на своих страницах в соцсетях. Неугасима память поколений и память тех, кого так свято чтим. В преддверии Дня Победы в столице республики возложили цветы в память о воинах-якутянах. В мероприятии приняли участие председатель Госсобрания Илтумен Петр Гоголев, руководитель администрации главы республики и правительства Афанасий Владимиров, мэр Якутска Евгений Григорьев, народные депутаты и общественность столицы. Минутой молчания почтили память тех, кто отдал жизнь за свободу нашей Родины. Неугасима память поколений, и помолчим. Якутия из числа других субъектов Российской Федерации является одной из самых пострадавших. У нас из 62 тысяч воинов, которые были призваны в ряды Красной Армии, более половины не вернулось. Больше людей еще у нас погибло в тылу. Это страшные годы засухи и голода. И эти жертвы мы должны всегда помнить. В прошлом году мы отметили 75 лет и уже начинаем подготовку к столетию Великой Победы. Также в Парке Победы возложили цветы к памятнику легендарного снайпера Ивана Кульбертинова. Он сражался под Москвой, освобождал города Орел, Курск, Киев, Винница, а также Польшу, Германию и Чехословакию. Этой весной выросли цены на шашлык. В среднем по России его цена 400 рублей за килограмм, посчитали аналитики. А что именно подорожало в шашлычном наборе и где можно приготовить самый дешевый шашлык, выясняли наши коллеги.
Главное украшение любого пикника – шашлык – самое весеннее из всех блюд. В Якутии, где весна приходит позже, шашлычный сезон как раз выпадает на майские праздники. Правда, пожарить мясо в этом году обойдется дороже. Аналитики агентства «Чек-индекс» посчитали так называемый индекс шашлыка. Удовольствие поесть шашлык, по данным агентства, обойдется в 1958 рублей на человека. В прошлом году такой же набор стоил 1561 рубль. Речь именно о стартовом, когда вы впервые покупаете все от мангала до специй. Логично предположить, подорожала самая важная составляющая шашлыка – мясо. Оказывается, незначительно. На ленском рынке цена прежняя. У нас также говядина осталась. 500 рублей 480, а в магазинах, да, 525 вырезка. Ну и сейчас, говорят, с июля опять новый будет привоз, опять будет все дорого. Насколько это правда, неправда, мы не знаем. Но у нас пока еще цены старые. А выросли в цене не продукты, а шашлычное снаряжение – мангалы, решетки, жидкость для розжига. Какой конкретно стартовый набор, посчитали аналитики, при составлении индекса шашлыка мы не нашли. Поэтому решили составить свой список и выяснить, сколько потратит житель Алмазной провинции на майский шашлычок. В набор первой шашлычной необходимости мы включили 9 самых необходимых пунктов. Все остальное – напитки, овощи – уже изыски. Закупать набор отправились сразу в 3 городах региона – в Мирном, Ленске и Айхале. Для чистоты эксперимента мясо брали по 1 килограмму, розжиги и уголь одинаковым объемом. Такие мелочи, как лук, кетчуп, приправы ценой значительно не отличаются. Солируют опять мясо и мангалы. Самую дорогую свинину купили в Мирном, а в Айхале не нашли дешевый мангал. Даже хлипкий, одноразовый, не дешевле 1500. Итог закупки ожидаем. Чем дальше на север, тем дороже. Самый высокий индекс в Айхале. Житель поселка отдаст за стартовый набор более 3000. Самый низкий в Ленском – 1683 рубля. Немногим дороже в Мирном – 1829. Насколько шашлык – доступное блюдо, мнение горожан разделилось. Как считаешь, шашлык дорогое блюдо или нет? Шашлык, не особо дорогое. Когда сам готовишь, по сути, не очень дорого, а если покупать, то дороговато выходит на самом деле. Да, дорогое. А почему? Потому что свинина дорого стоит, говядина, все мясо дорого. А часто себе позволяете? Да. В принципе, если сильно хочется, то, наверное, не так дорого. А часто себе позволяете шашлык? На даче так и все лето можно. Дешевле приготовить самому, если не хочется или некогда, всегда можно купить готовый. Многие кафе специализируются именно на мангальном меню. Цена за свиной шашлык в среднем по региону от 150 рублей за 100 грамм. Особенно в майские праздники, там много заказ бывает. Мы без выходных работаем с 10 с утра до 10 вечера. Если все же собираетесь освоить приготовление шашлыка самостоятельно, стоит задуматься о покупке качественного мангала и решетки. Потратитесь раз, и последующие выезды на природу обойдутся дешевле. Покупать будете только продукты. Олеся Васева, Кирилл Шолохов, Олег Соснин. Телеканал «Алмазный край». К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.